Жилищные кооперативы – хорошо или плохо? Стоит ли доверять таким организациям? По словам председателя одной из таких кооперативов, у них все чисто, честно и прозрачно. Они работают по всей республике, дома купили уже для 90 граждан. Также существует специальный закон о кооперативах, по которому и работают все кооперативы. Это когда человек сам вправе решить остаться в очереди и забрать дом или может уйти, забрав деньги. Мы работаем с 2017 года. Купили дом для 90 граждан. Общее число покупателей составило 300 человек. Получается, из 3 1 человек приобрел квартиру. 2 человека с Ошской области уже оплатили. Сейчас идет процедура переоформления. У нас должно проводиться общее собрание, где коллективно принимаем решение. Человек, который приобретает квартиру, должен быть гражданином Кыргызской республики. Ему должно исполниться 18 лет. Граждане сами выбирают квартиру, которую хотят приобрести. В нашем кооперативе работает всего 30-40 человек. Зарплата выдается от вступительного взноса. В связи с проблемами с бюджетом, кризиса из-за пандемии коронавирусной инфекции, многие люди начали подавать на частные кооперативы. По словам эксперта Анвара Абдраева, не стоит доверять частным жилищным кооперативам, так как Союз банков Кыргызстана, например, не берет ответственность за это. Если это государственный, то можно, например, сельхоз или фермерский кооператив. Финансовые структуры, якобы финансовые структуры, которые в большей степени являются не совсем правильными, грубо говоря, в простонародье аферистическими, и вы просто можете потерять свои финансовые средства. Я думаю, чуть-чуть надо потерпеть. По словам представителя Нацбанка, частные кооперативы не контролируются Национальным банком, поэтому надо очень внимательно ознакомиться со всей документацией, которую предлагает кооператив. Если выявили какие-либо нарушения, то следует обратиться в правоохранительные органы. В первую очередь надо отметить, что кооперативы не надзираются и не контролируются со стороны Национального банка Кыргызской республики. В случае нарушения прав членов кооператива или других граждан Кыргызской республики, то они должны обращаться в правоохранительные органы и предоставлять все подтверждающие факты о нарушении их прав. Также Национальный банк предупреждает граждан, чтобы они обращали внимание на репутацию, документы на ведение деятельности, свидетельство или лицензию от госорганов. Если такого нет, то гражданам следует воздержаться от данного кооператива. Айджан Аманова, Гульчуро Казымкулов, Нью ТВ.